Здравствуйте, уважаемые зрители и радиослушатели. Сегодня в эфире я, Якушева Рита, и у меня в гостях в передаче «Якутск сегодня» представители семейного бизнеса, и мы будем говорить о семейном предпринимательстве. Традиционно в нашей студии в качестве гостей выступают президент Торгово-промышленной палаты Марина Богословская. Добрый день. Да, и члены палаты, представители семейных компаний нашей республики. Это Марьяна и Петр Андреевы и Татьяна и Александр Васильевы. Здравствуйте. Да, и как раз давайте я коротко расскажу о теме нашего сегодняшнего эфира и нашей передачи. Это семейное предпринимательство, перспективы развития в рамках Года семьи, который был объявлен в 2024 году президентом Российской Федерации. И, Марина Олеговна, я передаю слово вам. Да, спасибо, Рита. И я в очередной раз хочу вас поблагодарить за ту возможность, которую вы даете Торгово-промышленной палате, приходить сюда, в вашу уютную студию, приходить с нашими предпринимателями, как молодыми, так и опытными, и тем самым знакомить население республики, нашего города, столицы республики, с предпринимателями, чьими услугами мы пользуемся, чьи товары мы приобретаем. Этих людей надо знать в лицо, это настоящие герои сегодняшнего времени. И сегодня мы хотим поговорить, как уже было сказано, о семейном предпринимательстве. Это большой проект федерального уровня, это проект Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Его патронирует непосредственно президент палаты Сергей Николаевич Катырин и курирует вице-президент Елена Николаевна Дыбова. С 2018 года реализация этого проекта активно ведется по регионам страны. И подводя некие промежуточные итоги, я могу не без гордости сказать, что мы являемся лучшим регионом страны по реализации именно этого семейного проекта. Мы 3 года подряд уже провели единственный в своем роде по всей стране, это республиканский семейный форум, который пользуется очень большой популярностью и все больше желающих принять в нем участие. Также этому форуму всегда предваряет этот форум региональный конкурс семейных предприятий, который мы проводим совместно с Министерством предпринимательства и центром «Мой бизнес». И также мы ведем реестр семейных предприятий при Торгово-промышленной палате, который на данный момент насчитывает уже практически 80 компаний. И, как я уже сказала, люди большой интерес проявляют к этому проекту, поскольку у него большие перспективы, большое будущее. В реализации этого проекта поддерживает глава республики Айсан Сергеевич Николаев. Он по нашему приглашению принимал участие во Всероссийском семейном форуме с участием Михаила Мишустина. А также при его поддержке нам удалось прошедшим летом принять закон, который определяет статус семейного предприятия в Республике Саха-Якутия. Это большой шаг, мы долго к нему шли. И сейчас предстоит еще не меньшая работа, поскольку мы должны сформировать реестр дополнительных мер поддержки и привести в соответствие с этим определением, что же такое семейное предприятие, наш семейный бизнес. Ну а сейчас мне бы хотелось, чтобы вы передали слово нашим гостям чудесным, которые непосредственно занимаются этим самым семейным предпринимательством. Да, и первым я хотела пригласить к микрофону семью Андреевых, потому что они являются уже ветеранами семейного бизнеса, семейного предпринимательства. Более 20 лет ведут свою деятельность в сфере гостеприимства и туризма, и у вас есть много о чем рассказать. И многим тем опытом, который вы уже приобрели за годы ведения собственного дела, поделиться с нашими телезрителями и радиослушателями. И я предоставляю вам слово, Марьяна Матвеевна, пожалуйста. Спасибо огромное за такую возможность. Наша компания «Ортодойду» началась с открытия ресторана. «Ортодойду» – это загородный ресторан. И в этом году нашему ресторану исполняется 25 лет. И с тех пор мы ведем этот бизнес. Но как семейный бизнес мы начали, наверное, вплотную вести с 2010 года, когда мы дополнительно еще открыли гостиницу «Ортодойду» в городе Якутске. И потом дальше уже начали более ширше развивать территорию
туристического комплекса Ортодойду, и на сегодняшний день туристический комплекс наш называется Экопарк Отель Ортодойду, потому что услуг там стало больше. Это ресторан, гостевые коттеджи, баня, там территория спортинга, навес, бассейн. Все там время уже работаете? Да, все время работаем. И хочу отметить от себя и вот от семьи такое. Вот когда мы с Петром Николаевичем объединились именно как семейный бизнес, то есть я начала вести свои направления, например, я веду финансы, найм, маркетинг веду, а Петр Николаевич, он ведет всю хозяйственную часть, потому что объектов много, и хозяйство тоже достаточно большое. Да. Вот. И получилось, что мы объединили наши усилия, наши силы, и нам стало работать намного легче. Поэтому основное преимущество семейного бизнеса, я считаю, что в разделении как полномочий между собой, да, и тогда ты имеешь возможность расти, развиваться и сохранять свой бизнес. Да, и у каждого сохраняется вот это направление, и он в этом направлении идет и развивается, а другой, например, поддерживает, получается. Ну да, получается некая синергия такая, да, то есть объединение усилий, объединение вот силы, знаний каждого из членов семьи. Вообще замечательно, я считаю, проект вот этот семейный, да, он позволяет людям на самом деле создавать рабочие места для самых своих близких людей, да, конечно. Формировать вместе совместными усилиями семейный бюджет. В конце концов, дети со временем встают рядом с родителями. И здесь, конечно, есть много вопросов. Вот, как я уже говорила, закон принят в Республике Саха-Якутия, он определяет чисто статус семейного предприятия, но есть еще масса вопросов, потому что наследование бизнеса, например, разделение бизнеса, если дети решили чем-то своим заняться. Вопросов много. Но на данный момент проект федерального закона о семейном предпринимательстве, который был написан Торгово-промышленной палатой России, он находится уже вот с осени прошлого года, находится в Государственной Думе, идут консультации с политическими партиями, с фракциями. И у нас есть большие надежды, что в этом году, который объявлен годом семьи, все-таки этот закон будет принят. Я считаю, он необходим. Да, я добавлю, что этот закон нам вообще крайне необходим, да, потому что на сегодняшний день мы как семья-то мы единая, но вот когда бизнес расширяется и предприятий становится больше. Например, я являюсь там ИП Андреева, Петр Николаевич является ИП Андреев, и совместно у нас есть ООшки. Вот совсем недавно, в прошлом году, наша дочь, младшая Андреева Изабелла, она зарегистрировала тоже свое ИП. Поэтому вот этот полностью обрести как группа статус. Компаний, как группа компаний и общий статус. И нам важно, чтобы нас объединили как бы в одно целое, и закон нас защищал. Да. Скажите, вот я все время хочу поинтересоваться, и в первый раз мы тоже приглашали, когда в нашу студию представители семейного бизнеса, они делились тем, как они учили своих детей, привлекали их именно в свою сферу своей занятости, вот именно в тот бизнес, который они ведут. Как вы своих детей привлекли вот именно в свой семейный бизнес? Не было ли такого, что они сказали, нет, я там пойду работать инженером или строителем или еще куда-то, но никак не буду связан? Бухгалтером или юристом. Да, бухгалтером или юристом. Ну, я, конечно, специальность моя единственная и первая, единственная, будем говорить, инженер-строитель. Я закончил Хабаровский институт. Это в далеком 86-м году. С тех пор строю. И все мои дети прошли через, наверное, со мной вместе до тех пор, пока они не приобрели, старшие, я имею в виду старших детей, пока они не приобрели достаточно свой опыт и решили где-то организовать свой бизнес. Так, сейчас вот все наши старшие дети работают в строительстве, в основном трое парней. Дочь наша старшая ведет свой большой бизнес, руководитель Альгиз кредит сервиса. А вот что касаемо наших младших детей, они вот Изабелла вообще, тот, который сейчас мы говорили, что она ИП открыла, она вообще в каком году? С 7 класса работает с нами, сначала официантом работала, потом вот, нынче уже 3-й год, как себя пробует в качестве повара. Вот. А сын младший, вот, Саша, ему 16 лет.
Он уже в этом году тоже будет 3-й год, как со мной работает в летнее время, когда каникулах, он постоянно с нами, со мной. Уже имеет опыт, как пользоваться правильно со всеми инструментами столярными, чем я занимаюсь. Я его учу, как делать. Мы в нашем навесе, где вы проходите ваши семинары, столы собственного произведения. Все сами делаете, с сыном вместе Да, там делаем, такое да, хозяйство, его содержать, конечно, непросто. И в домах мебель покупать, конечно, сейчас Накладно, сложно, конечно, накладно, имея все свое необходимое столярное оборудование и инструменты, имея навык свой, почему мы должны покупать, я думаю, поэтому все, что вот необходимо для наших гостевых домов, для нашей бани, столы, скамейки, мы с детьми сами столярничаем, делаем. Ну вот это помощь как помощь, или это все-таки как дополнительный доход для вашего ребенка? Конечно, это не бесплатно, все дело, у нас нет понятия бесплатного труда. Только тогда у ребенка появляется интерес работы. Это очень важно, да, вот я с вами полностью даже друзья друзей наших сыновей приходят к нам работать, учиться, и все лето работают. У меня единственное требование, когда они выходят на работу, как дети, они уже 5 часов заканчивают работать, больше нельзя их эксплуатировать, будем так говорить, да? Детский труд. Да, детский труд. И эксплуатация детского труда. У меня требование у них такое: телефон оставляем в общежитии. Телефон берем только в обеденный перерыв время и вечером после работы. Ну, это очень правильно. Да. То есть и воспитательная такая функция. И вот я... По сути, личным примером вовлекают в бизнес родители. Строили наши дома, вот коттеджи строим, дома. Я для себя сделал вывод. Вот эти 4 детей, будем говорить, 4 детей, они эффективнее, чем мои строители. Взрослые мужики. Которые по найму работают. Да, о чем мы и говорим? Вы создаете рабочие места для людей, которым доверяете. Знаете почему? Потому что взрослые строители по найму, они через полчаса курят. А эти ребята молодые, задание сказали, они как белочки прыгают по дому, делают и до обеда. Они даже без остановки работают. Ну, у них тоже и все равно есть, если вы платите им зарплату, то у них есть и мотивация, потому что это же основная мотивация, да. И очень понятно, ей сразу схватывают молодые люди сейчас. Современные ребята очень быстро схватывают и делают конечно, то, что ты когда хочешь, ребенок, вот особенно молодые люди, да, им важно же уметь что-то делать руками, потому что, без этого, тем более живя у нас в республике, да, когда у нас нужно что-то сделать своими руками, куда-то съездить, мы ездим и отдыхать, и в лес, и в турпоходы ходим. И удивительно, когда ребенок 14 лет не может даже топор в руках держать. Там, не то, что топор, там, хлеб нарезать ножом. То есть, вот такие элементарные вещи. То есть, дети, конечно, должны делать. И то, что вы делаете, и учите своих детей вот таким вот навыкам, это очень правильно. Ну и хотелось бы спросить семью Васильевых, как вы начинали, с чего начинали, потому что у нас остается как раз немного времени еще до рекламы. Так, спасибо, что пригласили. Так, мы как семейный бизнес начали 2008 года. Вот. Так как у меня образование художественное, решили заняться багетным мастерским и сувенирным производством. А потом из-за того, что сложности по материалам, мы решили заняться именно кузнечным делом. Вот. То есть для кузнечного дела материалы найти проще, чем для багета. Да. В то время было так. Интересный факт. Интересно. Вот. И с 2011 года мы усердно стали именно заниматься кузнечным и косторезным делом. Я хочу обратить внимание телезрителей, и радиослушателям видно не будет, но вот телезрители могут посмотреть как раз на фотографиях, и вот тут у нас в студии на столе представлены работы рук именно Александра.
это уникальная работа. Я вот прям смотрю, и Да, это мне очень уникальные нравится. якутские ножи и ручки вот некоторых ножей, самых таких, да, эффектных, они вот как раз украшены резьбой по кости. Александр, вот насколько я знаю, вы 10 лет учились мастерству. Да, вот расскажите об этом. Я учился сперва на ювелира, монтировщика, потом Санкт-Петербург, то есть колледж технологий дизайна, тут потом Санкт-Петербургский университет технологий дизайна, вот, и все закончил с дипломом, вот, все отлично закончил. Вы изучили полностью технологию, как все, что делать, как вот пользоваться инструментами, какие станки там и так далее, да? Все я там изучил, как надо пользоваться, и по металлургии все прошли мы. Вот поэтому у меня пожизненная гарантия на ножи. Ничего себе. Вот. Об этом вот Татьяна может рассказать. Пожалуйста, Татьяна, мы очень хотим про пожизненную гарантию узнать. У нас пожизненная гарантия в том, что если нож, например, с ним что-то случится по нашей вине, такое тоже может вероятность. Скол или еще что-то, да? Тогда мы либо заменяем, либо реставрацию делаем, да. И есть клиенты, которые не умеют точить нож, тогда мы бесплатно точим. По жизни бесплатно точим и все делаем, все для клиента. Потому что уважающие компании себя, да, они делают такие гарантии. Это правильно. С одной стороны, да, вы получаете лояльность клиента практически на всю жизнь. Это тоже очень важно. И мы в прошлом году подали заявку на товарный знак. И вот наш товарный знак вот так будет выглядеть, да. Это тоже гарант, бренд получается. То есть вы зарегистрировали свое имя, вы хотите, чтобы ваш бизнес, так же, как у семьи Андреевых, продолжался несколько десятилетий. То есть мы можем этот свой бренд передавать по наследству своим детям. А сколько у вас детей? 3 детей. 3 детей? Младшая 12, среднему 14 и старший 16 лет. А как они вам помогают в вашем деле? Они помогают с пеленок, с рождения, да. Нас понимают, и как бы молоком матери у них все передалось, и продажи, и производство, и художество, все передалось генетически. И мы прямо усердно не говорили, вот смотри, учись. Они постепенно к этому пришли. И что они делают? С детства мы их снабжали просто бумагой А4, пластилином. Они все сами лепили и все рисовали, и везде у нас, можно сказать, дома листы лежали, эскизы, да. Они очень любят и рисовать, и лепить. И потом сын, дочка до сих пор рисует, да, и под заказ рисует старшая. А потом средний сын постепенно стал по дереву строгать ножом, да, там ножи делать, там охотничий, говорит, сам придумывает название. Дизайн, да? Охотничий, городской нож и так. И там женский нож. И сам это снимает и своим друзьям по соцсетям отправляет, да. И в данный момент он помогает нам делать нужно и точить. Да, и внутри там деревянный вкладыш, делает он именно под размер клинка. И прям так быстро стал делать, что для него это легко. А сколько ему лет? Ему сейчас 14. 14 лет. А начал помогать... Творческая семья, да? Начал помогать с 12 лет. Просто мы сказали, может там нам немного помочь? Да, что надо сделать? Муж Александр показал, вот так делаешь. Он и так быстро, да, и начал. И сейчас он постоянно нам помогает. Уже на поток поставлена, да, работа. Молодцы, да. Я вот смотрю на ножны как раз, и вот здесь внутри вкладыш, он действительно сделан под клинок, потому что клинок широкий. И чтобы он легко входил и выходил, да, это действительно нужно мастерство. Просто тоже фанатка якутских ножей. У нас парный нож, правда. Рита, можно, вот расскажу небольшую историю, буквально. У нас минутка до рекламы. В середине
декабря мы были с бизнес-миссией на Камчатке. Вот ребята были участниками этой бизнес-миссии. Мы просто видели, какой популярностью пользовалась их продукция. Реально просто пришел человек, который охотник, увидел этот нож, приобрел себе, тут же дал информацию где-то в чате, в общем, там в Камчатском, для охотников. На следующий день за ножами стояла очередь. То есть это реально бренд, а еще вот в таком шикарном исполнении, конечно, пользуется успехом, чему мы очень рады. Да, и после рекламы мы вернемся в нашу студию и продолжим разговор. Сейчас небольшой блок рекламы. Продолжаем наш эфир. И у нас в гостях сегодня член торгово-промышленной палаты и президент торгово-промышленной палаты Марина Богословская. И говорим мы о семейном бизнесе, потому что у нас 2024 год объявлен годом семьи в Российской Федерации. И если у вас есть вопросы нашим предпринимателям, вы можете их задать, позвонив к нам в студию по номерам телефонов 32 00 66 и 32 11 66. И мы продолжим наш разговор, потому что тема была достаточно увлекательной и интересной, и хотелось бы ее продолжить. Но напомню нашим телезрителям, что общественная работа торгово-промышленной палаты, она настолько важна, что дает возможность вот именно узнать, как открыть, какую сферу выбрать, как открыть свой бизнес. Многие мечтают о том, чтобы стать предпринимателем. И как раз вот проект «Деловая Якутия», о котором бы мы хотели сейчас вот в начале нашего второго блока рассказать. Вот этот проект «Деловая Якутия», он как раз позволяет всем якутянам ознакомиться и познакомиться, самое главное, вживую с теми предпринимателями, которые успешно ведут свой бизнес на протяжении многих лет. Марина Олеговна, расскажите подробнее об этом проекте. Будет ли он продолжаться в этом году и в каком формате будут проходить мероприятия? Ну, проект «Деловая Якутия» родился у нас в январе прошлого года, вот ровно год, оказывается, исполнилось этому проекту, и нам хотелось в торгово-промышленной палате сделать некий вклад в мероприятие года труда, которым являлся 23-й год. И вот таким образом как бы возникла идея этого проекта. В чем он заключается? Мы как бы создаем бизнес-климат там, где его пока либо нет, либо он недостаточно благоприятен для предпринимателей. И в чем заключается наш проект? Мы организуем бизнес-миссии. Так мы, конечно, их организуем. Мы ездим и за пределы республики, и за пределы страны. Вот в ноябре прошлого года мы возили бизнес-миссию наших якутских предпринимателей в Республику Беларусь. В декабре, как я уже говорила, мы ездили на Камчатку. И так в апреле мы поедем с бизнес-миссией в Казахстан. Ну и так далее. Планов много. А вот именно проект «Деловая Якутия» – это бизнес-миссии внутри республики. То есть мы ездим по улусам нашей необъятной, малой, которая совсем не малая, родине. Бизнес есть везде. Но если, допустим, большинство предпринимателей якутских, конечно, ведет свой бизнес в городе Якутске, все мы здесь как бы подключены к этой розетке информации. Да? То есть мы все знаем о мерах поддержки, у нас достаточно легкий доступ к представителям органов власти. То есть мы решаем вопросы. А, к сожалению, наши коллеги в улусах республики, особенно в отдаленных районах, они этой возможности лишены. И поэтому каждый раз, когда мы приезжаем, а, собственно говоря, вот последняя наша бизнес-миссия состоялась в начале декабря в Горный улус, и это выезжало уже более 50 предпринимателей, которые на своих машинах, или мы арендуем автобус, мы выезжаем туда. Это всегда выставка-ярмарка, это всегда большое собрание с участием муниципальной власти, предпринимателей, просто жителей этого населенного пункта, этого района. Люди съезжаются из многих наследов, не только из районного центра. И образовательные программы. Да, там есть образовательная программа. Сейчас мы приросли еще патриотической программой. То есть мы работаем со школами, с учебными заведениями, которые есть в районах. Это обязательно мастер-классы, семинары. Мы приглашаем хороших лекторов, таких, обладающих какими-то экстра знаниями, которыми мы не обладаем, для того, чтобы они были полезны нашим предпринимателям. И это всегда очень такое событийное мероприятие. Мы уезжаем, а вот, понимаете, вот этот бизнес-климат, вот прокачанный,
да, он в УЛУСе остается, и еще очень долго мы получаем обратную связь. И еще есть очень интересный такой нюанс, которого мы не ожидали, да, но вот такой эффект получился, что люди из тех УЛУСов, где мы провели свои мероприятия, потом желают принимать участие в наших бизнес-миссиях и ездят по другим УЛУСам, куда вот в другой бы раз, да, он бы, может, и не собрался, потому что, ну, кто его там особенно ждет. А когда он приезжает с торгово-промышленной палатой, это совсем другая история. Мы подписываем обязательно соглашение с руководителем муниципалитета, и это облегчает серьезно нашу дальнейшую работу по взаимодействию, конечно, в интересах бизнеса. Да. И хочется отметить, что вот именно та работа, которую ведут вот приглашенные именно сегодня в нашу студию предприниматели, она проводится на поддержание и повышение имиджа нашей республики, потому что семья Васильевых делают сувениры, да, а семья Андреевых — это несомненный, неизменный бренд нашей республики, да, гостеприимство, потому что, ну, Арту Дайду, то какой якутянин не знает, да, потому что все живущие в республике знают, что такое Арту Дайду, потому что такое это парк, что... Не только якутянин, да, и не только турист Якутия, даже уже... из-за пределов ехавший. Сколько проходило форумов у вас в Арту Дайду? У нас 3 семейных форума уже прошло. Вот. И на этих форумах приезжает очень много предпринимателей. Там и деловая программа, там и образовательная программа. Но я считаю, что благотворительная, но основной еще как бы вот фишкой является то, что семейные бизнесы садят деревья. Аллею деревьев. Семейную аллею деревьев. Мы бережем эти деревья, мы ухаживаем за этими деревьями. И дай бог, что лет через 10 это будет уже такой большой сад немножко, да. И люди специально приезжают потом к нам, заселяются в домик или в ресторан, обязательно заглядывают к своему дереву. Так да, потому что там же таблички. Да, что нужно обязательно присоединиться вот к ТПП, к семейному вот движению, и тогда тоже можете посадить свое дерево в Арту Дайду. Да, жаль, что наши телезрители не могут посмотреть символ, потому что символ как раз семейного бизнеса — это дерево. Ведь семья — это же древо, да, это получается, ну, даже символ любой семьи — это семейное древо. И символ семейного предпринимательства — это тоже дерево. И такая замечательная традиция у вас в экопарке приехать и посадить дерево как семейный предприниматель. Ну, это тоже, мне кажется, очень хорошая традиция. Одновременно с высадкой вот этой семейной аллеи у нас проходят благотворительные акции. У нас есть соглашение с благотворительным фондом Харысхал, и мы всегда, ну, на какие-то хорошие, добрые дела обязательно собираем средства, и предприниматели с большим удовольствием это делают, потому что сама атмосфера располагает. Вот, и мы вот через фонд Харыскал мы помогаем детям. Ну и, конечно, такая работа, мне кажется, она поддерживается. Да? Вот скажите, лауреатами каких конкурсов вы стали? Как вы... Ведь прошлый год он был полон разных мероприятий. И расскажите о вашем успехе. Ну, вообще членство в ТПП, да, мы членами ТПП являемся, наверное, около 5 лет, наверное, да, и с тех пор у нас расширились границы в разы прямо. Наша, как скажем, горизонты расширились, много знакомых произошло. И вот в 2021 году мы удостоились чести попасть в 100 семейных компаний под патронатом президента ТПП Российской Федерации. Вот нам дали такое вот свидетельство замечательное, да. И в рамках этого мы ездили в Москву и познакомились с другими российскими предпринимателями. И на сегодняшний день это уже такое сообщество российских, мы входим уже в сообщество российских предпринимателей. Именно семейных, да? Семейных. Именно семейных. Там большое сообщество, объединяющее уже все регионы России. Все регионы. И получилось, что у нас очень много теперь друзей именно вот благодаря нашему родному ТПП практически в каждом уголке России. И для нашего бизнеса это тоже, конечно, очень замечательно, потому что мы же сфера туризма, гостеприимства, и посредством вот этих знакомств к нам эти туристы тоже приезжают. И члены ТПП в каком году? 2 года тому назад приезжали. В позапрошлом году. Позапрошлом году они приезжали, семейный форум российского масштаба был в Якутии, и вот эти семейные предприниматели тоже приезжали. Да, более к нам 70 предпринимателей семейных из 21 региона страны были нашими гостями. Да. И, Марианна, они в гостинице заселялись. И я вот сразу просто скажу, что в этом году
это называется выездное заседание Семейного совета общероссийского. Торгово-промышленная палата Российской Федерации решила повторить этот успех. И мы опять вот в июле месяце будем принимать большое количество, большую команду семейных предприятий со всей России. Да, прошу прощения. Ну, перебила. еще скажу, что в ТПП есть такой замечательный конкурс, ну, как конкурс, да, или премия. Конкурс. Это вот такой вот «Золотой Меркурий». Это наш региональный, а вообще очень в рамках всероссийского есть тоже «Золотой Меркурий», он российского масштаба, очень престижный, прямо за него там борются. И мы вот в прошлом году нам посчастливилось, мы подаем в нашем заявку, региональном конкурсе победить в нашем региональном конкурсе, нам дали вот такую статуэтку и вот такой замечательный диплом. Знаете, вот все равно это же какой-то отбор проходим. Конечно. И это всегда приятно, когда твой труд оценивается по достоинству. Ну, а то, что касается федерального «Золотого Меркурия», это на самом деле такой своеобразный «Оскар» предпринимательский. И за него прямо борьба. Марьяна Матвеевна правильно заметила. И в прошлом году этой премии исполнился 21 год. И, к сожалению, да, вот мы констатировали такой факт, печальный на тот момент для нас, что Якутия ни разу не привозила из Москвы сюда к нам вот этот предпринимательский «Оскар». И мы провели большую работу, большой отбор среди наших членов палаты, среди наших предпринимателей и подали несколько кандидатур. И вот кандидатура семьи Постниковых, тоже семейный бизнес, кстати говоря. Да, это частные детские сады, центры развития ребенка. Впервые за 21 год существования вот этой премии они были удостоены вот этого Меркурия. Для нас это вообще большой успех, мы очень этим гордимся, но мы намерены продолжить эту работу. Да. Анна Ивановна как раз вот принимает участие сейчас на встрече с предпринимателями, где присутствует президент Российской Федерации. Вот ей даже дали возможность задать вопрос президенту, чтобы вот озвучить. Ну, это большая честь, я считаю, и большой успех. Расскажите о ваших успехах. Что вам удалось достичь? Какие есть у вас, возможно, достижения уже за тот период, пока вы ведете свою предпринимательскую деятельность? Мы вот с начала регистрации 2008 года уже где-то 100 с чем-то выставок участвовали. Вот. И постоянно там получаем награды. Вот. Но в деятельности ТПП, я так поняла, что вы тоже принимали участие в выставках. Да, мы с 2019 года только начали вот с ними работать, как бы. Но в прошлом году только стали членами ТПП. Вот. Сейчас Татьяна расскажет. Я немножко подправлю мужа. Но на выставках я всегда участвовала, да. Муж работал там у себя в цехе, а я его представляла и продвигала. И мы с 2009 года всегда участвовали на выставках, проводимых ТПП, да. И нам очень нравились эти выставки, организации. И вообще, если даже у нас, первые 5 лет, конечно, самые сложные, люди о нас не знали, и именно на выставках про нас стали узнавать, да. Я стала рассказывать про нашу продукцию, все тонкости рассказывать про ножи, про сувениры, про обереги. Обереги тоже делаем. И именные, и разные обереги. И вот люди стали интересоваться. Потом, если они даже не покупали, то они как бы становились потенциальными покупателями. И в следующий раз обязательно покупать следующие выставки или звонили. Раньше же не было сотового телефона. Поэтому как-то на выставках вот раздавали визитки, свои данные. И так у нас появлялись постоянные клиенты, даже оптовые клиенты. Таким образом. Если не секрет, сколько ножей всего вы продали? Ой, я даже не могу сказать. Есть счет? Вот ведете счет? Нет, счета нету, потому что это очень много ножей. И у нас, такое дело, мы слишком не распространяем это. Да, не распространяем это. Это наш секрет, да. Коммерческая тайна. Я могу сказать, что много ножей. Очень много ножей, оберегов и много вообще. А вот меня интересует такой вопрос. На изготовление одного ножа сколько времени уходит?
Ну, обычно мы не делаем один, потому что Да. мы сразу оптом. То есть делаем. как бы оптовая партия. Да. Партии Ну, делаем. все равно, сколько вот вы тратите, все равно же его надо там сначала отлить, потом все равно обработать и так Ну, далее. дело в том, что мы уже давно работаем, да, и каждый раз как бы печка у нас есть для термообработки. Она постоянно нагруженная стоит, и вот На потоке? Да, на потоке, поэтому в день, не знаю, можем 10 сделать, и вот так, короче, разнится. А я, например, в день могу вручную потащить минимум 10 ножей, ну, максимум, если усердствовать, то 20 ножей могу Ничего потащить. себе. А вот скажите, вы рекомендуете, вот если вы тут сейчас, я уверена, что нас слушают и смотрят, и кто-то задумался о том, что вот действительно перспективный бизнес, да, вот именно продажа сувенирной продукции. Рекомендуете ли вы, вот насколько это трудозатратно? Сколько времени у вас занимает в день работа? Дело в том, что у нас мастерская рядом стоит. И, с домом? Да, и это как бы любимое дело. Поэтому как будто мы не работаем, Как будто это наше хобби. Вы счастливые люди, получается, те, которые обрели любимую работу, потому что превратили ее в хобби. Да? А Марьяна Матвеевна, расскажите вы, вот у вас сколько занимает ваша работа? Наверное, 24/7, да? Да, работа много времени занимает, тем более, когда очень много объектов недвижимости, особенно когда на улице минус 50. Это за одним-то частным домом как бы смотреть получается очень сложно. А тут получается столько котлов, столько там канализации, там водопровода, воды. Ну, у вас все благоустроено же. Да, там. у нас все дома благоустроены, но зима нам просто, как говорится, промаха не дает. И вот именно только благодаря Петру Николаевичу, его усердию нам удается вот содержать наши все объекты в хорошем состоянии. А еще вот в начале нашего беседы, вот просто без микрофонов мы говорили о случае, вот, который произошел летом. Вам надо было там в короткий срок, буквально там за несколько дней восстановить вашу базу, которая пострадала от урагана, потому что был как раз форум, проходил у вас, да? То есть как вам это удалось? Мы уже 4-й год проводим у нас в Ортодойду бизнес-конференцию, которая собирается всей республике порядка 250-300 человек. Ну, по разным годам по-разному, да. Это большое мероприятие, куда съезжаются приезжие бизнес-спикеры российского масштаба и, естественно, много предпринимателей из разных улусов тоже. И вот накануне буквально там за 5 дней до бизнес-конференции в местности Ортодойду прошел очень-очень сильнейший ураган. Там прямо снесло все крыши. Вот в зону зоопарка тоже очень сильно пострадала. 7 июля. Ага, 27 4 августа должна была. И да, и получилось так, что там и навес бедствие. сильно пострадал, все постройки, ну не все прямо, но такие более-менее. Вы сами это все сделали своими руками или кто-то вам помог? Что у нас уже время подходит передача. Да, там, конечно, предпринимательское сообщество. Мы просили просто клич. Другого выхода у нас не было, даже долго думать не было. Очень много предпринимателей откликнулись и финансово помогли. Кто приехал, прямо руками помогал. Поэтому мы очень благодарны нашему предпринимательскому сообществу. Вот я хотела сказать, что именно вот сила в сообществе. И вот когда мы все вместе, вот в этом мы и сила. Спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам на передачу. Я благодарю всех вас за то, что вы рассказали о своем опыте. Спасибо вам большое. До новых встреч в нашем эфире. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.